культурной жизни российско-азербайджанских отношений большое событие. В Московской филармонии выступил государственный ансамбль танца Азербайджана. Это первое выступление ансамбля на московской сцене с тех пор, как его художественным руководителем стал заслуженный артист России Дикало Музакаев. Ансамбль представил программу «Мой Азербайджан». Москва-Баку побывал за кулисами и познакомился с коллективом. Ансамбль прошел непростой путь. 15 октября исполнилось 2 года, как Дикало Музакаев приехал в Азербайджан поставить ансамбль на ноги, на новый уровень. И это ему удалось. Уже 3-й год работаю в ансамбле танца Азербайджана. Более 2 лет знакомился с танцевальной культурой Азербайджана перед тем, как дать согласие на работу. И когда уже созрел, когда начал понимать и музыку, и культуру танцевальную, я заключил контракт, работаю. Мне нравится моя работа, мне нравится коллектив, в который я вложил душу и чувствую взаимность во всех моих делах. Я люблю этот народ за его открытость, добродушие, за умение дружить, за умение принимать людей и за то, что они переживают и хотят, чтобы развивалось искусство, профессиональное искусство в Азербайджане. А это уже многое. Программа называется «Мой Азербайджан». Вошли лучшие образцы мэтров хореографического искусства Азербайджана. Но все эти произведения вошли в эту программу уже в новой моей редакции. То есть я выбрал ту красоту, которая должна и имеет право претендовать на классику, на классическое танцевальное искусство Азербайджана, как классическое наследие. Ряд новых постановок осуществил новых. Это танец гайтари, который уже нравится в Азербайджане всем, и дети, все хотят его и танцевать в других коллективах. Это сюита «Мой Азербайджан». И, конечно же, программа заканчивается первый одноактный национальный балет, то есть посредством национального танца мы поставили балет Кероглу. Это национальный герой, который объединил народы Азербайджана, яркая историческая личность. Ему посвященный мы поставили балет Кероглу. Кероглу объединяет народы. Только через мир, только через понимание и только через дружбу можно прийти к согласию. Вот это главная задача, которую мы поставили в этом балете, и нам кажется, что нам удалось это передать. Мы будем представлять сегодня истинную азербайджанскую культуру. Настоящие азербайджанские танцы, настоящий фольклор, настоящие обычаи. Мы сегодня поразим зрителей, я очень надеюсь на это. Лично сам давно занимаюсь танцами, мои родители тоже в этой сфере же. Вот для меня именно этот день в Москве, в зале Чайковском, такая же программа, о которой я мечтал. Весь я твой навсегда тебе дам. Азербайджан. Азербайджан. Фантастически. Фантастически. Совершенно такой, знаете ли, по-хорошему советского качества балет. Разумеется, это большое событие для всех азербайджанцев, живущих в Москве в первую очередь, вообще в России. Техника постановки танцев, она просто великолепная, просто вот безупречная. Энергетика, вот эта солнечность не отнять. Просто браво! Что они сегодня показывают, честно говоря, я давно такого не видел. Мастерства,
костюмы, постановка. Это супер. Это на самом деле супер. Горжусь, что у меня есть на родине такие танцоры, танцовщицы такого уровня. Это супер мирового уровня люди. Самым младшим 15 лет. Они только начинают, но вы видели, в принципе, мастерством не отличается от опытных танцоров. Халлар Мелим, который Баширов танцевал, ему 60 лет гянджлики танцы, выходил, солировал. То есть 60 и 15 лет разница. Очень богатый музыкальный фольклор в Азербайджане. Мы подобрали целый кладезь мелодий, которые созвучно идут, выложил сюжетную линию, и на основе фольклорных народных мелодий поставлен вот этот балет. Там ни одной нотки нету, не азербайджанской. Первый танец всегда очень тяжело ставить. Ты в одном танце должен показать весь Азербайджан, всю танцевальную культуру. То есть это заявка на все то, что будет потом в концерте. Вы видели, да, танец в высоких попахах, в шароварах танцевали мужчины. Вот это и есть Азербайджан. Вот это и есть многообразие азербайджанского танца.